Как тебя зовут? Меня зовут Джакшылык. А сколько тебе лет? 7. А жети орысша кандай болот? 7. Сейчас в Кыргызстане, наверное, нет человека, который не знает Джакшылыка. Его история потрясла многих. Страшная авиакатастрофа унесла жизни всей семьи мальчика. Мамы, папы и 2 младших сестер. Когда наш дом только разрушился, мне ужасно захотелось есть. О том, что случилось в тот день, Джакшылык рассказывает сам. Об упавшем самолете, о том, как он очнулся посреди развалин, обо всем, кроме одного. О маме с папой первоклассник не говорит и даже не спрашивает. Вот так стоял сарай, там была дверь, потом мой дом разрушился, а сарай остался. Вы это видели, снимали это? Все дома, начиная со 2-й улицы, на которой мы брали воду, и заканчивая 8-й улицей, были разрушены самолетом. А он потом взорвался. Все дома остались под руинами. О том, что никто из его семьи не выжил, Джакшылыку еще не рассказывали. Хотя тетя мальчика в личном разговоре делится. Племянник, возможно, догадался сам. Джакшылык не знает о том, что его родители и сестры погибли. Но при этом он говорит, чтобы я не ждала его папу и маму. Не знаю, может, он чувствует или видел что-то. О том, что он не хотел ехать домой в тот день, Джакшылык рассказал соседке по палате. Сдерживая слезы, женщина до сих пор крепится. Плакать при мальчике запретили врачи. Джакшылык сказала папе: давай останемся у дедушки. Они, оказывается, привезли младших дочек на осмотр врачам в город. Накануне они все с мамой и папой ночевали у дедушки, а на следующее утро Джакшылык проснулся среди развалин дома. Рассказать о том, что Джакшылык теперь остался один, родственники решились лишь на утро, в день похорон его родителей и сестер. Сегодня в этом доме прощаются сразу с 4 близкими людьми. Мой сын Шералы Уулу Уларбек был 90-го года рождения, моя невестка Акмарал 91-го года рождения. Внучки Сабина, Аида. Одной было 5 лет, второй 2 года. Папа Джакшылыка работал водителем маршрутки в Бишкеке. Мама была домохозяйкой. Когда 7 лет назад в молодой семье родился сын, родители вместе решили назвать мальчика Джакшылыком. Счастье, благо, так переводится его имя с кыргызского. С таким именем, им казалось, их сын обязательно должен быть счастливым. Джубек Бегалиева, Азат Антымаков, Бексултан Абыбакир Уулу. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.